Привет, ребята! 5 часов вечера, а уже темнеет. Деревня. Я тут хозяйничаю. Так получилось, что маме надо было отъехать по делам, а квартиру не оставить. Все-таки кошка и морозики уже ночью. Вот затопил печку, приготовил себе ужин. Жду гостей. Гости приятные, с тем расчетом, что завтра выдвигаемся, ребята, в другой район на рыбалочку. Аджик, ночью налим. Посмотрим. Жду Серегу. Серега у нас незаконченный в этом сезоне, так скажем, батл. Выезжали, кто смотрел Джига, мы покатались, точки здесь пробили. Ну, особо ничего такого интересного, да, находили лодку. Какие-то ямы я для себя пробил, но это лещевые. Такого прям что-то, как будто не, ну не то. Маленькие ямки, приямки, ну, их быстро обрабатываешь. А завтра вот именно хотим рвануть в другой район, на эту же речку, только намного выше по течению. Я там никогда не был, ребята, никогда не рыбачил. Серьезно, тем более. Пробили район, деревню, через нее будем заходить. Палатки, печки. Серега везет свой комплект, в общем, посмотрим. Приготовил 2 палочки, ультралайт и новая моя палка. Всего лишь раз на нее рыбачил, так что посмотрим. Короче, ребята, Серега приедет поздно, не знаю, как он, во сколько, так что жду, а сам потихоньку собираюсь. Вот как-то так, ребята. Ладно, на связи. Ждем Серого, ночуем в деревне. Кота деревья. Ух ты, а ты что такой драчун-то? Я тебе дам. Чуть не хапнул, ребята. Коты. Вот это коты. Всегда, ребят, кайфую в деревне. Ну, это моя родина, это раз. И здесь так тихо, по-своему. Ну, как-то по-домашнему. В общем, 10 час, ребята, я жду Серегу. Что-то уже так подуныл. Дома тепло, печку протопил, все хорошо, кушать приготовил. Все собрал, там приманки перебрал, там спиннинги там. Серега где-то на подъезде. Холодает, ребят, кстати. Сейчас уже показывают 0 градусов. Так в деревне классно. Сейчас покажу, ребят, кое-что. Такая луна симпатичная. Не знаю, будет видно на камеру, нет, но сейчас пойду за двор, выйду и там покажу вам. Смотрите, ребят, какая торпеда. Просто освещает. Я представляю сейчас, какая красота вообще в лесу. Просто суперская. Все видно по-любому. Круто. Да, морозик. Ну вот и Серый, ребята, подъехал. Красавчик. Доброе утро, ребята, если меня видно, конечно. Ну чё, 4:30. В 4 часа проснулись быстренько, позавтракали. Вчера за беседами, какие будут планы у нас. Серега приехал в 10. Туда-сюда смотрим, уже 12. Я говорю, Серега, надо спать ложиться. Иначе никак. Будильник поставили, брык рухнули. Слушай, уже звенит, короче. Ну понятно, что там. Я еще до часа где-то валялся, что-то. Смотрите, ребята, луна. Сегодня, наверное, будет солнце. Такой рассвет. Красота. Люблю вот сюда выходить, вот именно когда утром морозы. И что зимой, что вот в такое время года. Шикарно. Особенно весной, когда утренники такие, знаете, ребят. Днем тает плюс 5 там на солнце, а утром, ночью минус 35. Вот это вообще же трэш, все трещит. В общем, все, ребят, что, в принципе, готовы.
Вещей очень много, но в основном берет все Серега. Я так маломайски там что-то подонком. Ну, естественно, свой рюкзак там это снасти, это там гаджеты и так далее. Пилу беру, а так все Серега берет. Палатка, печка, лодка, мотор, все его. Че, ребят, другой район, полетели. Блин, вот это мы заваруху сделали, походу. Шикарную. Ладно, ребята, давайте, погнали. Все, начинаем. Ну что, ребята, добрались мы до деревни. Глубинка вообще страшная. У местных ребят флот стоит. И, ребят, смотрите, тайга. В этих краях я всю дорогу мечтал побывать вообще. Это моя река, на которой я живу, только это верхнее течение. Вот, Серега, будем бороздить здесь просторы. Красота. Смотрите, какие места. Уже просто, уже места крутые. Да, вот у местных вот такой флот. Серега спускается, нашли слип. Ну, сейчас разгрузимся и будем собираться. -1, ребята. Ехали такие красоты, блин, конечно, круто. Ладно. Вот так и показывает, получается, да? Так. Ну, слушай, ну насос он тоже скачивается, конечно, классно. Да? Хоть меньше гемора потом собирать. Всегда главное пальцы. Ну что, 40 минут, как ни крути, сборки. Ну и в общем, пока вот как-то так. Потому что мы сейчас конкретно идем, ищем место. Все лишнее выгружаем. Серега даже вот чехлы, вот эти все вот эти, которые не нужны,
оставляем в машине. Ну, сами понимаете. Кстати, полный обзор на лодку есть в летнем варианте, ребята, когда Серега приезжал. Я показывал все вот эти комплектующие. Лодка заряжена на самом деле. Кому интересно, ссылочку оставлю. Там посмотрите, мы с Серегой выдвигались. Азимут. Ну, вот палатка, ребята, печка занимает, конечно, вот это место. Ну и вот эти все шпрудики, это мы будем выгружать. Найдем место. Естественно, Серега глиссера не получится, да? Постараемся, короче, подняться, ребят, да, в общем, выгружаемся где-то в каком-то красивом месте, вещи оставляем и берем чисто самое необходимое, какую-то еду, снасти и вперед. И будем подниматься далее. Вот такой план у нас сегодня. Иначе никак. Что, ребята, на ход ноги Чайковского. И погнали. День короткий, по кексику. И вперед. Все вроде готово у нас. Все вроде хорошо. Опа. Трансовые колеса, конечно, рулят, да, серые? Ну да, удобно. Удобненько. Так-то. Собираешь не на воде ее. Какая-то старится, не знаю. Ну все, ребята, погнали. Куда-то туда. Пока не знаем куда. Как везде, ребята, такая же мель. Попали в перекат, вот коса. Проходим краем. В общем, он даже на середине тоже мелко. Смотрим, как дальше. Оп. Баланчик. Мелко, да. Что-то поднялись уже, не знаю, порядком. Порядком, да. Пока ничего интересного. Поворот, перекат, мель. Поворот, перекат, мель. Пару таких точек было. И то там 2 метра, Серега, говорит, выхолод показывал. 2 метра это ни о чем. Хотя вот она, да, вот мы по карте смотрели, когда сюда вот планировали приехать. Вот она вот поворачивает и поворачивает, поворачивает и поворачивает. В принципе, так и идем. Вот поворот, следующий поворот. Здесь пляж, здесь какой-то обрыв. Вот мы думали, что-то будет интересно. Но здесь все тайга, ребята. Здесь очень красиво, конечно. Ну, глубин пока нету, неинтересно. Пока ничего такого для джига. Ну, донку нашли место там одно. Ну, по донкам. Ну, пока, думаю, Серега карту открыл. Посмотрим, что вверх там у нас. Потому что у нас же можно и вниз идти, получается. А где лучше, никто не знает. А сколько можно подниматься, пока непонятно. Тем более со шнурдиком надо скидывать. Где-то определенно. Да, ну чё. Понятно, что разведки не было. Так что будем смотреть. Сейчас будем дальше продвигаться. Пока, короче, ничего не интересного, ребята. Вот прям облом такой прям. Как будто. В общем, ребят, вернулись мы на эти две точки. Не стали подниматься. Серега тут нашел одно местечко, одно интересное. Попробуем выставиться прям с вещами пока. Потому что что-то желание у нас есть уйти вниз. Ну, проверить эти точки надо. Солнышко блестит так. А в тенек заплываешь и прохладно сразу становится. Да? Метр даю. Готово. Фух. Ну все, что, попробуем. Так, ну что, первая постанова. Неудобно будет, конечно. Ну, попробуем. Серега дал вот такого. Посмотрим, ребят. Ладно. Так, что, далеко не буду. Посмотрим.
как раз вдоль коряги должен привести. Мгм. Там дерево лежит. О, рябчики поют. Рябчики, да. Осень. Как по весу? Ну, так долго слышишь. Сколько секунд? Ну, на еле отбивает. Да? Ага, 18. можно больше. Рябчик прям под носом сел. Переезжаем. Пусто. Но место подонки, ребят, да? Четкое. Вообще крутое. В районе трешки. Такой песок. Сразу глубокий пляж. Налим тут по-любому есть. По-любому. Тем более здесь такие коряги. Он, наверное, там в кочках и живет. Ну, это чисто так, предположение. Ну, а сегодня другая рыбалка. Да, вижу. В общем, третья постанова, ребят. Не знаю, там была поклевка, вот. Ну да, явно поклевка. Что-то как-то я даже не понял. В общем, мы сползли вот отсюда сюда. Ну, вот Серега говорит, тут последнее место в данной точке. Будем пробовать. На этом участке это вот последняя перспективная. Да. Так что посмотрим. Пока не понимаем, ребят, ничего. Листвы, конечно, прет тоже валом. И это может ключевым образом повлиять на рыбалку, на клев. Да. Листвы очень много, смотрите, ее прям в овощет. Видишь, еще ветер, да, как назло поднялся. Но Все, блин. с утра так тихенько, спокойно Сырое. было. Ну да, осень что, так и должно быть. Смотрим. Места-то реально красивые. Так, что-то переполз, Серега. Что-то там переполз, говорю. Там есть небольшие коряшки. Так, есть поклевка, ребят, наконец-то. Хорошая? Были там пару поклевок у нас. Наконец-то что-то надыбали. Серег, слушай, А? сюда куда-нибудь малышку эту. Давай, давай. О, хорошенькая. Пойдет. Сейчас. Ну как хорошенькая, так. Фу. Красавчик. Ну как обычно, Спасибо. Сергей Васильевич счет открывает. Молодец. Так, вот взбодрились. Блин. Не все потеряно, слушай. Да, не все потеряно. Нормал, нормал. Ну не крупная, скажем, да. Ну, пойдет. Ну, для начала, думаю. Да, съедобная. Так что шикарно, шикарно. Так, это, ребят, не знаю, четвертая, и мы просто в дрова залезли. Тут глубина не очень большая. Ну, нормал. Щучка стоит. Так, окуневочек ты говоришь, да? Да, что-то окунево. Тут еще тычки были у нас до этого. Бам-бам. Хотя, может, и щука. Сейчас посмотрим. Ладно, распечатали. Солнышко пригревает, а вот в тенечек заплываем. Аж так прохладненько. Ладно, попробуем сейчас. Ну, вот такая, ребятки. Первая наша засранка. Бойкая? Бойкая, да. Килошница, да. Да. Не больше, не меньше, да. Пойдет. Молодец. Поролонка, ребят. Вот такого цвета. Блин, разбила Серега вообще. Да, ничего страшного, есть. Отлично. Молодец. Распечатал, как обычно. Ну вот, есть контакт. Мы прошли уже третье место, получается. Не получалось. Что-то выставлялись. Тут небольшая глубина, коряги такие, и есть поклевка. Еще пару тычков было, не знаю,
окуни еще стоят. Сейчас посмотрим. Мы спускаемся, кстати, обратно. Все-таки пойдем в низовье, потому что вверх что-то нам не понравилось. Прошли так нормально, а перекаты не. Короче, пойдем вниз. И вот тут уже практически доходим. 2 поворота остается от места выгрузки. И Серега делает вещи. Нормально. Видишь, такие две эти? Ну. Вот, скорее всего, пастух. Вон в толще, видишь, берег стоит? Ну, нифига. Прикольно. Косячки такие плавают. Да, здесь какая-то структура такая. Эти типа бугорки, что ли? Наверное, обкидаем здесь. Давай, глубина, смотри, хорошая. Да. Однозначно. Так, ну что, по забросику. Опа. Ох, ушел. Шла. Щука была, да? Да, щука. Вот, наверное, та, которая, может, у меня и клевала. Да. Блин, как так? Смотри, Серега. О, нифига себе. Блин, короче, вообще понял, подвис какой-то был. Без удара, да, этого? Без удара просто. Бам. Вообще непонятно, короче. Хороший обрывчик, ребят, смотрите. Метров такой 50. Такие какие-то коряшки всякие. Вот на второй постанове. Я даже не понял, ребят, на самом деле. Бам, просто повис такой. И все потом. Не могу сдернуть, потом смотрю, пошла подниматься. А к концу и вот зубы. Ну да, жигом-то у меня еще не так уж прям все классно. Все только понимать начинаю. В общем, 3-я постанова. Солнце зашло, кстати. Тучки пошли. Блин, холодно, ребят, на самом деле. Сегодня ночка-то у нас будет, походу, такая. Ладно, ничего страшного. Дело к обеду. Ушли, получается, вниз от машины. Наверху так, ни о чем. Может, конечно, еще бы поднялись, может, что-то еще, но решили спуститься. И не зря, наверное. Потому что вот это смотрим все дальше. Все лучше и лучше. Сейчас пообедаем, обрыв этот пройдем и пообедаем. Что-то уже начинает подсасывать. 4 утра все-таки на ногах. Ладно, что, пробиваем. Посмотрим. Сейчас немножко тут осталось и обедать. Так. С порядком еще. Места, конечно, блин, крутые. Тут какой-то у местных, походу, какой-то, я не знаю, навес был. Ну, какие-то рогатульки стоят. Непонятные. Донки или что ставят. Замерзли, ребята. Реально замерзли. Ладно, решили покушать. Покушать вполне хватает.
так это, перекусить. Это я, Серега, проголодался реально. Ну, так еще бы. Ты замерз, смотрю. Да, я замерз что-то немножко. Ты говорил, одевайся, бля. Ничего, нормально. Сейчас согреемся. Мы за первую рыбу с собой не выпили. Конечно, конечно. Вот поэтому вторая и сошла. Вот, я тоже так думаю, почему, блин, не идет масть. Ну ты, блин, задубел. Давай, все, согреваемся. Вообще. Сейчас, когда ты дал ходу, блин, вот Ага. что-то уже Ну я всё. смотрю, ты раз чаек. Я чайку думал, блин, уже все, не могу, что-то подзамерзать начал. Ну тут смотри, тут и ветра нету, да? Там ветер. Подуспокоилась. Ну, кстати, может быть, сейчас будет пасмурно, и может быть и ветра не будет. Ну, да, Главное, чтобы дождя не кропылил. Дождя, остановка, Да. сам же знаешь, хоть снег. Мгм. Давай, Серый, будем. Давай, за рыбалку. Перекусили, чайку попили, 100 грамм выпили, ох, согрелись сразу, хорошо стало. Что-то я задубил реально. Серега говорил, одевайся, говорит, нормально, бушлат одевай. А я что-то нифига думаю. А тут в водке сидишь-то, ребят, совсем другое дело. Что у нас? 3 часа. Темнеть-то уже, дело прошлого, начинает-то уже рановато. А у нас еще такие места, и так и с мужиками гоняем, с этими вещами, ребят. Неудобно, но как-то стараемся кидать. Хотели найти точку, забросить и работать, двигаться. Ну, что-то вот сверху не понравилось, а вот снизу что уже. Тут уже и темнеть начнет скоро. Уже тоже. Сейчас будем, наверное, двигаться, искать место. И, наверное, просто как-то для себя что-то поймем. Ну, тот обрыв обязательно завтра царапнем. А так пока. Ну, как-то вот так, ребят. Поворот, пляж Коряги. Поворот, пляж Коряги. Вот и все. Все, ладно, спасибо местечку. Покушали. Нашли местечко такое интересное. Кто-то тут лазил. Нормально. Да? О, Это не лось. Или лось? лось. Лось, да? Да, нормально. Лось попить выходил. Здоровый причем, блин. Ну, я и говорю. О, место вообще лютое. Поддонки, ребят. Наверное, где-то будем здесь базироваться. Скорее всего. Идем дальше, ребята. И прям на берегу, смотрю, стоит прям целые угодья какие-то. Серьезные, блин. Даже баня, походу, есть. Гостевой дом. Прилюм. А? Гостевой дом. Прилеплим какой-то, блин. Перегрим? Пере- Яма, слушай. Тут яма, да? 2,5. Ух ты. Хорошо. Что-то как-то непонятно. Ну что, проведаем, ребят, гостевой домик. Гостевой дом приплыли, Серега. Тут, А вон лестницу скидывают, видишь? Приплыли. Слушай, тут все под генератор, понял, видно. Да. Такие тут туалеты. Что, пойдем? Мне кажется, ты не против будет? Можно? Ну да. А, это баня, Серега? Баня? Ага. Так она свежая, да, прям? Так вон тут, смотри. Да, цивильно все. Угу. Такая баня. О, как дела. Банька. Слушай, ну тут все серьезно, да?
Серега? Вообще. Такой уровень нормальный. Посмотри. Так это получается, смотри, Серега, это она на петлях, она будет двухъярусной тут. Вторая, я имею в виду, поднимается. Надо фонарик взять. Да, слушай. Там вон еще вторая часть. Тут кухня целая. Кухня, да? Смотри. А, в натуре. Кухня целая. Блин, Есть кто? Ладно, чтоб медведя не было. Тут что? Тут еще одна комната. Да, не видно, наверное, нифига. На камеру-то не видно. Ну слушай, тут это недавно построено. Тут свежее дерево везде. Да, вон везде, смотри, телевизоры вон включаются. Вон, розетки эти. Антенны, я имею в виду. Так посмотри, как чистый, ухоженный. Да, круто. Вот это мы приплыли, да, Серега? Сегодня как баню как натопим, слышишь, как напаримся, под щуку жареную. Что нам по... Дровяник. А, дровяник, да? Ну слушай, туда. Вот это тут лакшери, слышишь? Вообще лакшери, блин. Туалет, свет даже в туалете есть, получается. А, тут даже грядочка. Опа. даже техника какая-то. Ну тут, слушай, да, тут получается, значит, не стрики, наверное, еще как-то заезжают. Такой старый мотоблок какой-то, самопальный, что ли. И смотри, куда-то еще проводка, Серег, смотри, туда идет. А, это Генератор. там генератор ставят, да, чтоб не шумел. Нет, подтащили вроде, нормально. И вон тут, туда куда-то тропинка уходит. Тут летний вариант. Да, вот такие чудеса, ребята, в лесу, блин. Ну свежая, да? Свежая, видно, свежая. Вообще свежак, но... А вон антенна, я понимаю, вот. Под телевизор-то. Баня-то вообще изумительная, конечно. В баньке попариться бы. Да в таежке-то, ух, красота. С такими видами, ребята. Вот лестница специально поднимают, потом спускают, чтобы спокойно к речке можно было спуститься. А вот с мостка, я так понимаю. Да. Интересно это. Кто такие отстроили? Да вон, две антенны даже, Серег. Там и там. Следов не было, давно не было тут никого. Ну как давно. Круто, прикольно. Это, наверное, что-то в плане воды, наверное, что-то подымать. Или что? Красота, вопросов нету, блин. Вот. Тропа такая хорошая идет. Может, сходим, посмотрим? Давай. Вот это мы приплыли, ребята. Ну да, навье, вон видно навье. Мосточки даже все новое. Просто что-то с Серегой смотрим, да, вот корни хотят, да? Держать будут, не будут. Ну вот Видно, год, что два. вымывает. Да, вымывают и красиво. Не, ну приятно, что прикольно. Такие вещи увидеть. Мы-то как бы ни на какую избу не надеялись, у нас все свое с собой. Просто так решили остановиться, посмотреть. Просто как бы и не под замком, как бы обычно такие вещи закрывают, да, там. Ладно, сходим, посмотрим тропинку. Вот это прикол, ребят, смотрите. Сгорела техника. Видать, подобие вот такого. Дрынчик в 2011-2014 сгорел. Юмористы, молодцы. Прикольно. Короче, ребята, что-то мы так подумали с Васильевичем, и, короче, думаем, а чем вам терять? А чем мы тут забалдеть? Вообще круто. Погостим у пацанов, что? Я думаю, не против будут. Так прогулялись, ну все по уму сделано, да, прям, ну не по-деревенски как-то, что-то какие-то сомнения есть, там всякие крутые шампуни. А здесь, чтобы вы понимали, там деревня, но деревня это есть деревня, а здесь, походу, если будешь смотреть, конечно, извини, что так говорю, но денежка у тебя присутствует, наверное. И
как бы рыбалка по налиму, донки хотели забросить. А тут, ребята, все позволяет это сделать. Тут крутит. Сколько серый пришел? Ну, где-то около 4. Четверка, тут глубина, здесь по-любому налим есть. Смотрите, друзья, крутит и порядком, ну, можно поставить. Конечно, не раскидаться, но нормально. Там уже даже на стуре пару кинуть, там у меня 250 груза есть на донках. Если что, они поддержат. А здесь как-то так. Ну, сделано все по уму, конечно. На удивление, молодцы. Вопросов нету, просто на видном месте. С табличкой. Ну, понятно, что для себя, но дай бог, чтобы как бы никто ничего не трогал, не сжигал. Вот как сейчас пошла мода сжигать почему-то, я не знаю почему. Так сделано все по уму. Вопросов нету, ничего не скажешь. Что, наверное, здесь мы остановимся. Что нам палатки? Сегодня -2 будет. Погостим. Гостевой дом приплыли, мы приплыли. Так что, наверное, и побалдеем. В целом. Свет у нас есть. Как бы чужое трогать ничего не надо, как бы нам не нужно. Там сковородки мы даже трогать не будем. У нас своя посуда есть, все есть, газ. Там мы приготовим на своем. Просто воспользуемся домиком, крышей над головой вместо палатки. И все. Тем более вечереет, по бензину тоже непонятно. Ну и места классные пошли, ребят. Зачем нам куда-то дальше идти? С утра просто начнем коряжник вот этот просто ломать джигом. А сегодня классный вечер. С удобством и с комфортом. Блин. Ну, наверное, так и есть. Это, наверное, какой-то знак был, что сверху вещи не оставили, да? Сейчас бы вернулись туда, в какой-то пляж. А здесь вот так получилось, что с вещами шли. Ну, честно слово, ребят, первый раз никто не знал тут за какие-то домики. Мы здесь ни разу не были. Да, далеко, базара ноль. Глухома, дичь. Места красивые. Приплыли, посмотрели. Ну и что, погостим, наверное. Такие виды, да, круто, ребят. Еще и с баней. Вот это да, нормально. Так что все, ребят, остаемся здесь. Все, мне кажется, решено. Дровишки, если что, пила есть у нас, вон сушинку напилим, все оставим, как полагается. А так, говорю, тут вы прошлись там по кухне, там, блин, все красиво, все в аккурат. Такой комфорт. Не на каждой избе такое, как бы, прям встретишь. Приезжаешь, бывает, кастрюля и то простреленная. А здесь прям, да, молодцы. Ну, что-то есть понимание, что как будто бы не только на лодке сюда заезжают. Возможно, как-то добираются. Ну да ладно. Время у нас уже к вечеру. Надо ужин готовить, печки растопить. Посмотрим, в общем, ребят. Ладно, все. Остаемся здесь, решено.
Вроде все четко у меня. Все четенько. Побросаем, что здесь. А вдруг здесь налимы хорошие живут. Налимочка поймаем. В общем, у нас как не рыбалка, то какие-то приключения получаются. Так это всегда что какие-то моменты. Блин, красиво тут вообще в бару. Серега тут воздуха дал, ребят. Медведя увидели. Вон он. Вон, да. Да. Да, смотри. Точно, смотри, медвежа. Поближе можешь подойти, Серега? Ну, слабый сигнал. О, медведь. Вон, смотри. Шевелится. Блин. Че? Потерян сигнал. Видишь, далековато. Сейчас я попробую сюда выйти. Короче, Серега на квадрокоптере взлетел. Медведь там гуляет по старице. Тут все понятно, короче. Мы думаем, ну как так, изба такая. 169 метров от нас. 169? 569. Полкилометра. Надо, Серега, этот, слышь, костер запалить. Да. Потому что здесь вкусняшками воняет. Мы тут увидели, ну, яму, как ее, ну, под мусор, короче, сделано. А там старица. Думаю, какая-то рыбалка должна быть. А потом увидели баннер, как бы, навес, что, наверное, занимаются сетками мужики. Против, как бы, ничего не имею. Как же занимаются своими делами. Ну, просто Серега медведя увидел, вот это да. Серег, надо дыма делать, дыма. Потому что несерьезно. Не знаю, видно было, не видно, ребята. Сигнал еще пропал. Серег, возвращайся, слышишь, квадрокоптер. То этот потеряешь. Ребят, смотрите. Ё-моё. Я бы здесь жил просто, отвечаю. Просто жил бы. Главное, с этой стороны вот так речка обгибает и так огибает. И сидишь вот там и кайфуешь. Ладно, брат, все, рогатульки сделал, погнал ставить домики. Тут, блин, медведь, 500 метров гуляет медведь. По пойме там. Мы там ходили, смотрели. Там, короче, получается, медведь гуляет. Ну, Серега он увидел сейчас. Ставить буду на червя. Как обычно, на белого. Блин, в этом году, конечно, что-то я запасы не сделал. Рыбалка-то продолжается. Точнее, она еще не начиналась у меня. В этом году еще никакого налима толком-то еще не держал в руках. Что ловил, все отпускал. Вот так вот. Так что впереди еще, наверное, половим, порыбачим. Посмотрим. Морозы просто стуканули уже. Сейчас черви просто уйдут под землю. Все. И найдешь потом. По 3 штучки так зарядим. Место незнакомое, ребят. Может, тут все и поставляю. 10 метров. Полетели. Опа. Недалеко. Попробуем. Груза 150, ребят, кстати. Постоянно спрашивают. Но у меня есть и 250 на такие всякие тревожные моменты. Блин, ну тут классно. Классно. Налим любит тоже обрывы такие. Песчаные. Ну, в общем, все, ребята. 8 штук с собой у меня. Я обычно работаю с десяткой. Ну так, привык уже 10 штук.
После той рыбалки у меня 2 оборванные, как бы я не делал еще. 8 штук с собой, но здесь поставил 5. Вот тут, ребята, в этом закутке. А здесь уже такой, ну, струя пошла. Тут бьет как раз в эту сторону. И, да я не знаю, не вижу смысла, ребята, ставить. Ну, тут что ее к берегу принесет по-любому. А будет пока тащить ее на какую-то корягу. Тут коряжник по-любому лютый. 5 штучек хватит, мне кажется. Такие валуны. Тоже бегать не особо-то удобно, если, допустим, там где-то одну еще можно замастерить. Но ради одной, как бы. Так, разведка все равно. Джик у нас, ну, вспомогательный, я так. Без донок, сами знаете, не могу. В общем, темнеет все, ребят, уже. Темно. Как раз успел. Печку растопил. В общем, я здесь буду на Лима дежурить. Тут как раз окно. И шикарно. И тут есть такие нары. Там кухня, ребят, шикарная. Вот Серега растопил. Кстати, от дождя все по трубе стекло. Печка ржавая. Ну так протопим. Потому что ночью мороз будет. И вот тут буду отдыхать. А Серега там в шикарном доме. Там реально, ребят, апартаменты крутые. Он там будет балдеть. Банька туда, конечно. Красота. Спиннинги подвесили. Красота. Так не помешает. Идет. У нас сегодня ужин. Решили все-таки мы, ребята, сделать щуку, пожарить. Тем более на таком столе, что тут не заняться. Тем более обкатать на новый ножик. Именно по этому делу. Серега завалил сегодня одну. Небольшенькая, конечно. Вот такая малышка. Отличный жареный. Да. О, еще, блин. Холодно. Еще он даже дергается. Свежая. Да, классно. Такая красавица. Ну, килограмм, в любом случае килограмм. Так, бумагу сейчас принесу, ребят. Да, ну мы так и поняли, потому что тут чешуя, это походу разделочный стол. Все грамотно, мужик, как кордон. Вот такая, ребят, игрушка. Я вам показывал уже, но еще в деле не был. Так что вот именно как бы, ну это вот именно для разделки. Как бы носить-то я его точно не буду, как бы, ну лишнее. Он не пригодится мне под что-то другое. Надо немножко углушить, наверное. А так попробуем. Попробуем поработать. Снимем филе и зажарим наггетсы, наши любимые. Ну что, вроде чешую сняли. Вода есть, так что попробуем как бы этот снять. Заводим до костей. Не знаю, я не такой профессионал, ребята, что не надо ругать там, если что меня. Просто хочу посмотреть, как работает. Ох, с коркой. С коркой, смотри. Интересно, девки пляшут. Все по-разному, конечно, снимают. Ну, филе надо снимать, конечно, не с такой щуки, естественно. Два небольших филенишка. Сейчас вот это тут еще вкусняшку сниму. Ну, в принципе, это супной набор, вот, по идее, идет. Это. Так, нам самое главное-то вот это мяско.
Что, погнали, Серый? Давай. Давай, поджигай свой. Так, слушай, давай тут баллон заменим. Он потому что Да. уже усталый. Давай, давай. Ну да, слушай, тут уже ни о чем. Это можно на этот кострик сжигать. Ну ладно, можно поставить. Давай, да, вот это поставим. О. Все по красоте. Че, побольше масла, как обычно. Классика жанра. Да. Там как бы маленькие косточки, ребят, все равно остаются. Вот это масло, в принципе, прожаривает. Ну, все равно поплеваться будет. Это же не вау-филе. Как бы на кости все равно. С лица прям не жалеем. С золотистой хрустящей корочкой. Так точно. Серый, поможешь мне? Да, конечно. Супани, муки сюда. Короче, прям сюда, ребят, муку, соль. И все. И в пакете как бы. Я даже дома так жарю. И вообще без... Давай над этим, чтобы Да-да-да. мало ли. Ни капли этого. Сыпь, не жалей. Давай. Еще. Ну, пойдет. Вот и солишки сюда. Щепотки 2. Ну, говорит, этот. Уху, говорит, варили троем. Ну, типа, я рыбу чистил, а там Серега картошку чистил, Ага. а Колян, говорит, солил. Ну, кто, говорит, солил, того и спрос. Сколько? Хорош. Кто, говорит, солил, того и спрос. Вот на улице подмораживает, и вот сразу охота горячей еды, да? Ну да, слушай. Когда летом, когда на сплаве были, ну, как бы, да, заходило так, ну, прикольно. Ну Но да, вот слушай, сейчас другая атмосфера. Зимой, да, вот горячего. Ну, даже, вот знаешь, в какие времена уже вот суп охота, знаешь, первого блюда. Все, понеслась. Начинает. Погнали. Сейчас нажарим, как Серега, как рубанем с хлебушком. Все, ребят, первая партия готова. Сейчас вторую поставили. Ну, еще и третья будет. Ну что, надо кушать, пока горячая. Вот такая щука. Ну, то же самое, жареная рыба. Ничем не отличается. Просто единственный момент, что в обильном масле. Ну и вот всяких без зернышек, без вот этого. Красота. Ну теперь реально рыбалка удалась. Это точно. Так, держи. В общем, Так, ну что, покушали. Пойдем-ка мы с Серегой пройдемся. Посмотрим. Конечно, надо было намного раньше уже пройтись, проверить. Так как Налим-то должен уже давно выходить. Время 7:30. Посмотрим, может, что в зацепе стоит. Слушай, ну нормально. ну и не прибило, смотрю, да? Да, ну тут крутит хорошо. Это у меня 13 метров, я по разным закинул. Лист. Смотри, черви все на месте. Да, вижу. Пучки все на месте. Ну, у тебя классическая донка, 2 поводка и на конце груз, да? Да, все как бы это. Тут только покупной он грузил, ой, крючки и леска. Остальное как бы все сам.
Ну вот грузалью различных. Мгм. Ну, как стандарт, Ну, это ложка. ложка, да? Да, 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 это классика жанра, наверное. Грамм 150 в среднем, Да, да? вот я взвешиваю, вот они вот так и получаются. Мгм. Ладно, добавим мы еще. Ну, у меня вот донки тоже есть. Когда-то давно делал. В принципе, абсолютно такие же. Ну да, как бы тут выдумывать ничего не надо. Согласен. Чем проще, как бы тем лучше, потому что рыбалка такая, она ну, осенью там поздней или Мгм. много травы, там грязи. Вот добавим как бы побольше Да? мяса. Он любит мясо. Чем больше, тем лучше. Единственное, этот гад может выходить именно вот туда, на песочек, да? Ну да, слушай, вот тут как бы что, так, решили попробовать, что, закинем, Попробуем, да. посмотрим. Опа. Все, отлично. Прогуляемся, посмотрим. Ну, в общем, как и обещали, ребята, оставляем записочку с добрыми пожеланиями хозяину за уют, за красоту вообще, за все это дело. Пожелали всем ни хвоста, ни чешуи, всем рыбакам. Так как смотрю, в основном все летнее время, тут проезда много, очень людей пишут, конечно. Ну вот у нас и тоже отметочка с поздней осени. Так что, кто прочитает, всем ни хвоста. И... Так, сегодня у нас 11. Ага, ну вот, все. 11, 10, 2015. Отлично. Ну что, друзья, время 11. Будем отдыхать. Доночки не звенят. Доночки молчат. Вот мне кажется, вот на той стороне, возможно, на мелях, может, налимчик гуляет, а в яме тихо. Хотя в яме должен быть, по сути-то. Красота, ребят. Сказка. Очень красиво. Какой-то бобр там, что ли, прыгнул сейчас. Ладно, будем отдыхать. Спали вчера мало. 3 часа всего. Сегодня надо выспаться. Завтра встанем, соберемся и будем пробовать джиговать. А? А? Доброе утро, ребята. Да, конечно, просыпаешься, открываешь окошко и такие пейзажи. 6 утра, так и планировано было. Вчера, в общем, пораньше легли спать. Сколько часов? 10, наверное, в 11 я уснул. Печка растопилась, так жарко стало. Я даже дверь приоткрыл. В общем, спали. Я с Серегой там спал, я здесь спал. Как типа в летнем варианте. А Серега там в гостевом домике. Так думаю, я говорю, буду спать, мало ли какая-то лодка, что-то, ну, обстановка какая-то в неизвестных местах. Так что все равно надо быть как бы
на чеку, так скажем. Сами видели, ребят, что вчера червей даже не поел. Ну вот сейчас выхожу на обрыв и смотрю, вот эта крайняя донка, ребят, которая вот со струи в яму скат. Вот она стащила ее и немножко колокольчик ходит. Может даже есть какая-то поклевка. Это хорошо. Ладно, что, у нас сегодня сборы, рыбалка на джиг и выезд домой. Соответственно, постали пораньше. Ну, в 4 вставать смысла нету, темно, так как мы на реке. В 5 часов начинает рассветать. Вот дали часик еще поспать в 6 часов. И все, сейчас завтракать, пить кофе и погоним. Василич, доброе утро. Доброе. Как там спалось? Супер. Супер. Кстати, градусник показывает, ребят, -2. Ну, что-то какие-то сомнения у нас. По градуснику, не знаю. Что-то -2, -1,5. Как будто непонятно, не знаю. Ну, опять же, тут бор. Может, бор немножко держит температуру. Ну, так, после сна вышел, сразу так проснулся, так скажем. Ладно, одеваемся, завтракаем. Потихоньку начинаем сборы. Дятел. Ну что? Опа. Ага. Есть? Есть. Слушай, этот как его? Неплохой. Серег. Хорошо. Неплохой налим. Вообще неплохой, походу. А коряги? Ну как неплохой. Есть рыбеха. Да, налим. А, как неплохой. Да, просто зацепился. Шнур. Шнурок. Ямочный. Вот, ребят, налимчик такой. Еще смотрю, плохо, Серег. Ага, с краешка Ну. вообще. Оп, Нормально, так что этот. подрастать. Местный хулиган. Давай, бедолага. Всю ночь, блин. Какой? Всю ночь бодался. Все, дядьки добрые отпустили. Ну тут сразу было видно, а вот те не знаю. Непонятно. Когда клюнул, во сколько. Немножко грязи даже есть. Серег, походу, налимчик, что ли? Грязь у меня. Очередной змеюка. Местные бандиты. Вот загозы хотел. Значит, выходили, Серега? Налимчики-то, получается. Блин, вот этот, конечно, заглотил. Попробуем его сейчас аккуратненько отцепить. Так-то рыба на самом деле очень живучая. Ну, у нас пока сезон по налиму. Вот только вот так поймал, отпусти. Надеемся, все впереди. Ну да, что, еще-то повоюем, да, Серег? Мы-то еще повоюем, точно. Не знаю, как некоторые, я слышал, что уже лодки убрали. Все, уже там мормышки точат. Я говорю, еще месяцок, возможно, поболдаемся. Как-никак. Погода, если позволит, то покатаемся еще. Да. Последняя, 5-я. Он что-то подснесло ее, Серег. Вообще туда. Колокольчик убираю сразу. Да, снесло-то ее, конечно, что-то очень сильно. Сумасшедший, что ли? Короче, объедена, блин. Ага. Может, какая-то другая рыба. Точно не окунь снес так. Полосатый. Заключительная 5-я донка. Ну, слушай,
5 донок, 3 рыбы. 3 рыбки, да? Результат, по идее, Ну хороший, но мелочь. да. Мелочь, да, жалко, что мелочь. Братик, потерпи. Я понимаю, что неприятно. Надо, и дай даже я тебе ставлю. Все, 20-й разбойник. Да, все отпустили, но что-то туда унесло, не знаю. Как будто так окунь-то, наверное, не смог бы такой груз утащить. Ну да ладно. Здорово. Ну что, ребята, 5 доночек, 3 рыбки. Налимчик мелкий, окунек. Ну, может быть, какое-то место-то и интересное на самом деле. Ну а так, вот второй поводок, допустим, черви абсолютно целые. С пляжа бы было бы толку больше. Выход с яму, соответственно, он выходит сейчас на мель и кормится, давит малька осенью прямо на мелях. 1,5-2 метра на донок вообще вполне достаточно, это точно уверен. Потому что бываешь, идешь ночью вот так, донки проверяешь до пляжа, и такой валун возле берега. Как бы вся рыба осенью идет прямо на мель, давит малька. Сопляки. В этом сезоне пока сопляки. Ну, сейчас вот последний месяц, ребят, остался вот. Ну как месяц. Недели 2. Я не знаю, попробую подвигаться. Попробую. Червей немножко есть в запасе. Как бы. Так что попробую подвигаться. Вот видно, что уже мелочь не клюет. Как бы. Ну, не считая окуня. Попробую подвигаться. Ладно. Это совсем другая история. А пока завтрак. Быстрый завтрак. Лапши заварим с Серегой. И в бой полетели. Будем пробивать дальше. Старый добрый Ролтон выручит нас сегодня. Не будем что заморачивать. Можно было, конечно, и приготовить. Но по-быстрому, ребят. У нас день короткий. Хотим сегодня столько дел еще сделать. Так что быстро лапшички. Тем более жиденького. За вторые сутки у нас еще ничего не было. Все это жареное. А в сутки человек должен жидкое есть по-любому. Горячее. А мы сейчас таежки тут рубанем с колбаской. Вчера как мультитул достали, такие работы в Ганза. У Сереги аппаратик такой. Она даже холодная, и то вкусная. Что это, рыба? Да. Завтрак с таким видом, да, вообще. Все, ребята, мы готовы к бою, так скажем. Мы готовы к бою. Попробуем, что надо поймать. Таежного щукаря. Подключаем телевизор, греемся. И попробуем. Сейчас пробьем вот этот коряжник. Кстати, вчера уже под вечер поставил, но не кидал. Серега мне дал вот такую штуку попробовать. Попробуем на такую малышку. Посмотрим. Так, первая постановка утренняя. Решили вот эти дрова пробить. Глубина хорошая. Правда, коряк, Серега говорит, очень много. Прям под нами здесь. Попробуем пройти его.
Да, такой жесткий дровяник. Окунь. Ну, горбач. Горбатый, слушай, Серег. Красава. О, слушай, добряк. Вот это пойдет конь, да? Вот это нормальный барбосик. Какой-то битый, да? На поролоночку взял, да, лидер. Так, давайте покажу сейчас. Ща огонь. Добрячка поедет. Друзья. Слушай, сколько в нем? 300? Ну, где-то, да, около того. Блин, да, добряк. Прям с этих дебрей выпер. Да, и вон тут какая-то коцка у него есть. Когда-то, видимо, его Да, кусали. достал, ну зажило уже. Красивый. Такие у него эти плавнички, да, красные, сейчас Вообще насыщенные. Отлично. Нормально. Ну Хороший. вот, ребят, вот такой попробуем. Не знаю, что. Походу работает, значит, что-то есть. Интерес какой-то у рыбы. Просто видишь, тут более пассивная игра. Ага. Единственное, смотри, сейчас тебе что нужно? Несколько раз об воду ее ударь, чтобы воздух оттуда вышел. Все, я понял. Погнали. Нашли лютую глубину, ребят. Самая глубокая, да? Пока, да. Пока из наших постановок. 5 метров, ребята. 5,3. И такая, блин, тут коряжная. Дерево. Вообще очередная старица. Здесь столько стариц, ребята, вообще. Какие-то заходы, выходы. Ну тут большое прям видно что-то. Да. Целая озерина какая-то. Ну, палки стоят в местах, сетки стоят. Вот. По большой воде это все залито, естественно. Откручивать даже заход вон есть. Течение, Серег, смотри. Да. Выходит. Не стоит, выходит. Интересное место. Ну.
Так, друзья, ну что, добрались до базы, прокатились, сейчас вернулись обратно. В общем, сейчас обедаем и поднимаемся, грубо говоря, до машины. Вот у нас там 2-3 точки, там еще попробуем. Вчерашний щукарь, которого я подтащил так хорошо, его попробуем подраконить. А так, плохо. Постановок куча, места классные, коряги, конечно, много зацепов, блин. В конце сейчас у Сереги щука была и еще до кучи завела, в корягу ушла. Ну и вот один окунь, ребята, все сами видели. Ну места, конечно, красота вообще. Не знаю, почему не берет, здесь щука есть. Тут даже по записям мы вчера читали в блокнотах, что по 18 килограмм добывают щуку летом. Вот сентябрь, там 9 число я видел. Ну сейчас понятно, что поздняя осень. Но погода, ребята, и место красивое, все позволяет, но увы никак. Так что сейчас обедаем, грузим весь шмурдяк и вперед к машине. Все равно надо будет сегодня еще добраться до машины, загрузить ее, добраться до дому моего, а Сереги вообще еще до города ехать, так что расстояние не маленькое. Так что что, кушаем и огонь. Поставил водичку. Сейчас, в общем, сделаем вот такую штуку. Чашка. Быстрый суп. Просто в тарелочку сделаем, замешаем. Как бы не одну, а по две сделаем. Быстренько похлебаем и нормально. Ну что, порядок оставляем. Подметем сейчас все полностью. Здесь подмели. Серега дровишки сейчас тут приготовит. Пильнули там, накололи немножко. Да, с корой тут. Так, ну как все было, чтобы этот, мало ли, на растопочку сырые приехали и сразу же все нормально. Ну все, что, как-то так, все, порядок, за нами порядок. Посуду мы не трогали, продукты, как и обещали, баллон, газовый подарок от нас с Серегой. Спасибо, домик, круто, вообще хозяину респект. Нам пора выдвигаться. Ну все, ребята, погрузились. Опять полная у нас ласточка. Ладно, что, погнали ближе к дому. Одна точка у нас еще и заканчиваем. Спасибо, домик, круто было. Место шикарное. Что, Серый, готов? Да. Ну, погнали. Трогай, шеф. Ну, красавчик, что, нормально. Прощай, рекушка, было круто. Все, братцы, время 4 час, загрузили вещи. Уезжаем с деревни до деревни и до столицы Республики Коми. Нормально. Ну,
В общем, все, ребята, Серегу я проводил, мы добрались до деревни, с откуда выезжали. Время уже темно, дорога такая асфальтированная, плохая, ну, без происшествий. По рыбалке, ребята, по рыбалке 0. Блин, упирались жестко, вот, ребята, честное слово. Ну, съемок было мало, но мы делали вещи, вот реально. Куча перестановок, у меня вот болит рука, потому что я стоял на якоре. Да, блин, куча перестановок, места хорошие, ребята. Приманки, все, ну... Штучные поклевки. Я вообще, получается, на джиг ничего не поймал. У меня было 2 удара щучьих, резаная резина. Ну и в общем все. Но зато экспедиция и вообще путешествие, можно так сказать, получилось вот такое крутое. Мне очень понравилось. Серега тоже доволен, несмотря на не клевое вот это все дело. Ну, Серега говорит, так как в большей степени он отвечал за джиг, я все-таки, ребят, только познаю этот вид ловли. Все зависит, все говорит серый, то что листва. Листва идет валом, просто она по поверхности, в середине толще воды, снизу ее просто тащит. Скорее всего, щука какая-то забилась, какие-то омутки, где, не знаю, такие доводы, ребят. Немножко попозже, мне кажется, будет намного интереснее. В Оконцове. Серега поехал домой, я остаюсь в деревне, ребят, топлю печки, приехал, получается, сутки квартиру не топили, так как был на рыбалке. Топлю печки, остаюсь в деревне. В общем, как-то так. Спасибо за просмотр, ребята, за поддержку, все круто. На канале активные подписчики, вам огромное спасибо, то что пишете, поддерживаете, оставляете комментарии, лайки. Не забывайте, ребят, за остальные соцсети, Яндекс.Дзен, наведите там активность, я не заставляю никого смотреть там ролики, просто подпишитесь, как бы, так мне будет приятно. Попрошу за Серегу, Серега ведет тоже свой канал, заходите, подписывайтесь, передавайте привет от меня. В общем, ребят, осень, но мы на связи, будем бодаться, будем пробовать, искать. Есть у меня немножко червя, съезжу недалеко от деревни, попробую постоять ночку по налиму. Сейчас будут дожди, пару дней, вот мы почему выехали вот так. А потом вроде опять хорошая погода, так что всем желаю удачи, ребята, берегите себя, мир вам и вашим близким. Пока.